Возраст каждого третьего сотрудника предприятия «Газпром-Трансгаз Ухта» до 35 лет. Для молодых работников есть масса возможностей по становлению и продвижению своих идей. В том числе научно-практическая конференция. 22 декабря подвели ее итоги. Подробности у Александры Головиной. С 8 по 22 декабря в Ухте состоялась юбилейная 10-я научно-практическая конференция молодых работников «Газпром-Трансгаз Ухта». В мероприятии приняли участие более 60 сотрудников предприятия из всех филиалов общества. На суд экспертного жюри они представили 54 работы. На открытии с приветственным словом выступил главный инженер, первый заместитель генерального директора Станислав Владимирович Адаменко. Возможность встретиться, послушать, какой вообще уровень развития у наших коллег, молодых. Что бы хотелось сказать для молодежи еще, конечно, гордитесь экономией, которую мы достигаем, это очень важно. Это не просто экономия ресурсов. Мы не говорим, мы уже 5 лет лучше в «Газпроме» по энергосбережению, но это очень важно. В этом году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией мероприятие проходило в формате видеоконференц-связи. Участники представили научные работы в 5 секциях: транспорт газа, эксплуатация компрессорных станций, автоматизированные системы управления, информационно-управляющие системы связь, экология, энергоснабжение, энергосбережение, охрана труда, управление персоналом. Совместно со службой информационно-управляющих систем Андреем Валентиновичем Лаптевым мы разработали интеллектуальную систему определения технического состояния трубопроводной арматуры, которая позволяет удаленно отслеживать исправность оборудования на всей линейной части магистрального газопровода. Научно-практическая конференция молодых работников носит двухгодичный цикл. Следующая запланирована на 2022 год. Победители получают право представлять предприятия на конференции ПАО «Газпром», а также научно-практических конференциях дочерних обществ компании. Я являюсь не первый год председателем конкурсной комиссии секции энергосбережения, энергоснабжения и экология. И хочу отметить высокий уровень подготовки наших молодых работников. Все доклады имеют практическую и теоретическую ценность для нашего предприятия, особенно в области энергоснабжения и энергосбережения. По итогам научно-практической конференции молодых работников «Газпром-Трансгаз Ухта» определены призеры и победители. Первые места присуждены Ивану Калинину за работу «Комплексное решение по техническому обслуживанию и ремонту камеры сгорания газотурбинного двигателя ДГ-90Л2.1». Виктору Кирьянову он разработал предложение по повышению надежности при эксплуатации шаровых кранов подземной установки. Коллективу авторов Владимиру Харченко и Андрею Лаптеву за интеллектуальную систему определения технического состояния трубопроводной арматуры. Первое место его авторского коллектива инженерно-технического центра с работой по снижению расхода газа на собственные нужды компрессорных станций. Это Сергей Бегинин, Алексей Бойко и Иван Черничкин. Еще один победитель Сергей Шарнин. На конференции он представил устройство для удаления наледи и сосулек с кромки кровли зданий. Генеральный директор предприятия «Газпром-Трансгаз Ухта» отметил высокий уровень конференции. Коллеги, я вас всех благодарю за по-настоящему активную жизненную позицию. Молодцы. Продолжайте. Я посмотрел внимательно сборник. У вас новая работа всегда очень интересная и полезная. И количество говорит само за себя. Спасибо, коллеги. Александра Головина, телеканал Юрган, Ухта.